Все кругом кричат: понаехали, хачи, засоряет все, из-за вас преступность, из-за вас работы нет, как будто кто-то приезжает и отнимает работу. Это рассказ о небольшой киргизской семье, которая помогла дедушке, ветерану войны. И чтобы закрыть рты тем тявкам, которые в комментариях или где-то выкрикивают с плакатами, что Россия для русских, Россия для узких и тому подобную фигню, которую загоняет нам дичь. Этот видеоролик специально для вас, если есть такие люди, которые зайдут посмотреть это видео. Это обычная семья киргизов. 1943-го. Битва за Днепр. Она стала одним из 3 крупнейших сражений 1943 года. Фронту требуются люди. В ряды военнослужащих берут всех, кто может держать в руках автомат. Среди тех, кто был нужен фронту, оказался ученик пехотного училища Григорий Чалов. Нам не дали доучиться, звания не присвоили, а фронт требовал пополнения, форсировать Днепр. А спустя 70 лет ветеран войны, кавалер 3 орденов Красной Звезды Григорий Гаврилович, чье имя вошло в историю, оказался ненужным своим собственным детям. Я познакомился с одной женщиной, так мы с ней прожили 17 лет. А перед самой смертью, за 7 дней, она сделала завещание на дом сыну, который живет в России. После похорон мне стало плохо. Я попал в госпиталь. А когда я с госпиталя вышел, то пришел, на воротах был заменен замок, во дворе была собака спущена. Оказывается, пасынок дом сдал в аренду на 3 года и уехал в Россию. Так я остался без ничего на улице. Но я решил пойти к сыну. Сын у меня невменяемый алкоголик. Он может меня часами обзывать: козел вонючий, падла вонючая. А дошло до того, что они меня отказали кушать, стирать, даже... Вот это не дети, это мразь. Это мразь. Я стал заразный. Ну, чтобы, как говорится, спасаться от холода, я днями ездил... Я не верю, что у него не было родственников. А ночью... Просто всем глубоко насрать. Что я не раз смерти видел в глаза. И были же такие бои, когда жизнь висела на волоске. Бедный дедушка, бедный дедушка. А сын мне сделал еще страшнее, когда сын выгнал отца из квартиры. Это еще, как говорится, страшнее фашиста. У меня мурашки на теле, друзья, честное слово. Григорий Гаврилович, а сейчас-то вы где живете? А сейчас будет момент интересный. Тот самый чурка, тот самый понаехавший, тот самый мусульманин. В главе Свердловской райадминистрации я принес ему туда письмо, я отдал в секретариат, а письмо мое попало Мурадилову Кубату. А он то время... Кстати, неожиданно, что Первый канал показывает интересные факты и не обсирает. Интересно, почему же? У редактора, наверное, настроение хорошее. Я ему рассказал, а он и говорит: а не хочешь ли ты в нашей семье жить? Ну, как я не хочу, когда я на улице живу, да? Давайте Кубата позовем в студию. Ну, вот он герой. И вся его семья. Настоящий киргиз, настоящий мусульманин, настоящий офицер. По должностным обязанностям приносит какую-то бумагу, очередную. Вы смотрите, негде жить человеку. И вы говорите ему: пойдем жить ко мне? Нет, вначале как-то не так было. По нашим законодательствам ветерану войны положена однокомнатная квартира. И выяснил, что он человек советской закалки же, он нигде, оказывается, на учет не становился как ветеран войны. И он же жил где-то. А ему, оказывается, нигде нет на учете. Что делать?
Прихожу домой и говорю семье, рассказываю, что ему ничего не положено, как бы. Ну и пойдет опять по улицам. Тут меня супруга выручила, говорит, давай оставим его. Ну и оставили. Живет. Все хлопают, а помогут ли ему вообще после передачи? Мне это У интересно. меня аж слезы из глаз. Вот мы всегда садимся за стол. Дед, конечно, с нами, без него мы не садимся. Мы относимся как к своему родному. То, что он говорит, мы выполняем. И то, что мы просим, он тоже выполняет. А что он выполняет? Вовремя пить лекарства, вовремя там что-то вроде, чтобы ему не было неудобства. Посмотрите на дедушку. Он даже с моими внуками играет. И даже ругает, почему они не приходят. Такого ощущения между нами нет о том, что он кто-то другой. Какие приятные слова. Он уже стал наш. Конечно, больше за мной Айдина ухаживает, подметает, там это, стирает мне, уборку делает. А Джалал это как обеспечитель лекарств. На старости лет такой стыд и позор, ребят. Вот. Повезет куда-нибудь. Слава Аллаху, слава Богу, что есть такие люди. За праздник Салам он нам иногда может фронтовые песни спеть. Не только фронтовые, такие можете песни спеть. Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Молодец! О, еще по-киргизски говорит, представляете? Молодец. Хвалит меня, что я хорошо спел. Яхши – это хорошо. Яхши, да, яхши. Тюркские языки очень похожи. Яхши, хорошо. Значит. Остались. Ну, конечно. Вот, а как это сделать, не знаю. Если есть недруги такие, они не дождутся этого. Аплодисменты и от вас тоже, потому что святые люди. Прям честно признались, что вы позвонили жене, и она сказала, пусть приходит и остается. Давайте вашу жену в эту студию позовем и поприветствуем. Побольше бы вот таких передач, где показывают не одну сторону медали, и тогда бы не было никаких конфликтов, никаких драк и национальных этих розней. Не мешает он вам? Нет, Нет? хороший. Хороший? Жақсы, аябай, бізге аябай атабыз. Переводите. Все хорошо. Он нам... Яхши. Я... Ну что, в общем, была такая небольшая история, такой материал, видеоматериал, который вы посмотрели и, думаю, пришли к какому-то выводу, что не надо людей разделять на расы, потому что каждая раса хороша своей культурой, своей пользой, потому что если бы не было узбеков, не было бы хлопка, не было бы азербайджанцев, не было бы нефти, не было бы гранатового сока, не было бы помидоров, не было бы фильма «Бриллиантовая рука». Да-да, он снимался в Баку, в Азербайджане. В общем, как-то так, да, все страны чем-то полезны. В общем, друзья, подписывайтесь на канал. Это, пожалуй, единственный блог, в котором не показывают сиськи, письки, извините меня за такие слова. Да, и как меня обозвали в комментариях, что я цыган и выпрашиваю у вас деньги, но так как я понимаю, вы такие же студенты, бомжи, как я, и поэтому не можете перечислить. Но все же попрошу, если даже есть возможность какая-то чирик перечислить на счет, который будет снизу в комментариях, это Сбербанк карточка, я всех объявляю, чеки показываю, они идут в благое дело. Или подкормить людей, которые попадают в беду, или же раскрутить наш канал, потому что если мы не раскрутим канал, то ваши усилия останутся в нашем маленьком кругу, и никто не узнает. Все будут слушать только СМИ, которые врут постоянно, что мусульмане такие, мусульмане сякие, то есть все говно, а мы святые. В общем, думаю, смысл и посыл был ясен. Подписывайтесь обязательно на канал, посещайте мой инстаграм. Заходите, пишите приятные отзывы, комментарии пишите, поддерживайте, помогаете. Серьезно ценю. Это не лесть, это не вранье, это так, как есть. Ну все, пока.